Друзья, всем привет! Сегодня у нас на календаре 10 сентября, и мы наконец-то только начинаем уборку картофеля. Посажена она была у нас 3 или 4 июня, или часть 3, часть 4. В общем, друзья, начинаем уборку картофеля. Будем постараться по возможности отделять. Вот здесь, наверное, 3-й сорт. Они так рядами и пойдут, эти сорта, которые выросли хорошо. Вот тут видим уже 3-й сорт, более красный. И как видим, вот уже они уже вон крупная с кулак картошка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Как-то вот так. Если с одного картофеля вышло 7 вот таких, это, грубо говоря, с ведра должно где-то 70 ведер быть, в принципе. Правильно? С одной картошки 7 картофелин, с ведра 7 ведер. 7 ведер. Не 70, все правильно. Это я пахну. Посмотрим, будем собирать. Не знаю, сколько у нас займет уборка картофеля, если не будет дождя. Надеюсь, справимся побыстрее. Если будет дождь, это, конечно, затянется. Ну что, друзья, итак, приступаем к уборке картофеля. И пока мы все это не доделаем, пока мы это не высушим, пока мы это не переберем, пока мы это не разложим, что на еду, что в яму, никаких рыбалок, естественно, никаких роликов. Постараюсь сделать еще пару серий с нашей рыбалки, то, что сейчас был выезд. Ну, как-то вот так. Поехали. Как-то вот так и живем, друзья. Жизнь не только майский день, где все смеются и поют. Ну что, друзья, глаза боятся, руки делают. Позавчера вечером мы начали с того угла копать картошку. Этот здоровенный огород был еще полностью не убран. И думали, как же это все много. Убрали вчера, перерывы небольшие, шел дождь все-таки. И вот, как мы видим, остался крайний ряд на этом огороде. И все, можно сказать, одному огороду будет чамор. Крайний ряд нас радует картошкой. Подойди поближе, покажи. Вот такой вот отличный сорт картофеля. Красный цвет, я не знаю, как он называется. Для меня он просто красный сорт. Вот считай, вот, картофелин с кулак считай. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 7 картошек. Где-то вот 8, где-то 10, до 15 штук, короче, вот. Нормальный сорт, я считаю. Ботва у них еще вот зеленая, как мы видим, она продолжает расти. Ну, мы держать дальше не будем. Вот, отличный сорт. Вот такой вот картофель. Просто красавцы. Мелочи практически нет даже. В среднем 10-13 штук картошки. Ну, вот бывает 7-8 тоже. Так, что еще? Да, Туман, все правильно. Сразу вот я отложил сразу на семена. Понравились вот сорт. Вот такой вот сорт. Они, в принципе, одинаковые. Я их называю красноглазки. Туман, тихо. Вот это белые с красными глазками, а это такие типа розоватые с красными глазками. Тоже в кусту где-то 15 штук примерно. И они все такие хорошие. Вот это я отложил все отдельно. Это будут семена. А так, в этом году у нас был полный сыр-бор, потому что собирались с миру по нитке. У каждого, у сестры, у брата, там, у соседей. Семена замерзли в этом году у нас в яме.
И получилась у нас сборная Союза. Ну, как бы то ни было, урожай отличный, как мы видим. Вот это тоже у нас все пойдет на семена. Вон какая картошка вырастает, вон. Чем не картофель, вон. Обалденный картофель. Вот это красноглазка я называю так. Не знаю, как-то она может быть и называется по-правильному, по-другому. Но для меня она будет красноглазка белая, красноглазка розовая. Это вот всего 3 мешка мелочи. Это всякий разный сорт был. У этих сортов-то мелочи практически нет. Это пойдет скотинке. Он сделал такую сушилочку. Распилил старую баньку. Здесь у нас где-то, не знаю, ведер сколько. Вот можешь показать тоже такой бунт. Это все будет перебираться. Все будет убираться. Разделяться на семенную, на продажу, на еду, на лето. Это все будет. Пойдем еще покажу. Это часть картофеля. Позавчера мы собрали 20. Вчера сбились со счету, не считали. Убрали 10 рядов. В среднем в ряду, если по 8 ведер, то где-то около 80 ведер вчера убрали примерно. Получается 100. И сегодня... Рома, сколько сегодня убрали? Нет, ты же считал сейчас. Около 80. Еще целый ряд. Вон, тем более, вот еще сколько семян это у нас. Это все пойдет, красноглазки, это все пойдут на семена. Вот такие вот. Отличная картошка. Просто мне она понравилась. Она гладенькая. Некоторые крупные, вот, правда, полопались, но она в основном такая гладенькая, без глубоких глаз, как говорится. Вон, чистить очень хорошо ее. Нет вырезов, как говорится. Просто шикарные семена, если, тем более они нормальные, если сохранятся. Это будет основной сорт. Красный сорт будет еще основной. И еще белые картошки. Ну, сейчас зайдем, я вам покажу. Это как их, памяти полевой или памятник полевой. Не знаю. Пойдем, покажу еще великую кучку. Этот сарай по плану разобрать. Хлеб раньше был у родителей. До зимы надо будет успеть разобрать ее. Вот такая вот могучая кучка здесь у нас. Вон тут сколько. Ну, вот ведер 80, наверное, здесь вот. Всяко разное, всяко сборное. Розовая, красная. Всяко разное. Вот этот памятник полевой я его называю. Так-то вроде по культурной памяти полевой. Вот такой картофель, вот такого светлого цвета. Не белый, не розовый, а что-то средневатое. Внутри белое, пюре получается белое. Отличная картошка. Вот у меня будут семена вот эти. От идеала отказываюсь полностью, потому что идеал уже себя отжил. Все, семена идеал, короче, уже ни о чем. Надо вообще менять сорта, потому что, я так думаю, лет через 10 уже сорт себя выживает. Не становится ничего. Сушится яма у меня вот там. Антисептиком обработаю, высушу и все туда на зимовку картошку. Пойдем, еще у нас. Прихвати с собой. Ну давай, высыпай. Ну давай пока. Я пока посчитаю. Давай, посчитай, сколько ведер собрали уже. Вот такой вот красный сорт. Отличная картошка. Так. Включаем свет. Вот тут мы, как мы видим, опять же разделяем все это отдельно. Зимой мы будем здесь жить, когда будет первый лед. А пока здесь у нас сохнет картошка. Будем сушить картошку. Вот здесь сорт красный отдельно. А там всякий сыр-бор, всякая картошка. Это пойдет у нас на еду. Отсюда будем выбирать на семена. Вот так же уже высохшие семена красноглазки. Вот так, считаю, где-то около 200 ведер мы уже собрали. Как-то вот так вот трудимся. Третий день получается. Сегодня Роман с мамой уедут в поселок. Я остаюсь здесь один. Дня 3-4 буду заниматься еще картофелем. Потом сараями. Дай бог, завтра понедельник. Вот следующая неделя вся еще пройдет трудовая. По возможности вечерам буду монтировать ролики, что есть материал отснятый. Как-то вот так. Ну а с понедельника уже начнем
охота, рыбалка и все такое. Возможно, рыбалка с Мазаем, если он подъедет, конечно. Ну а нет, так поедем в лес восстанавливать путики. До первого льда работающим валом. Что, Роман, сколько? 74. 74. Это не считая тех кучек еще, да, получается? Да. На горю его 80 собрали мы сегодня. Как-то вот так. Вот такая примерно деревенская жизнь. Хочу привет передавать моим друзьям, которые остались на моем канале после выпуска особенностей национальной рыбалки. Как мы видим, мы не только отдыхаем, но умеем также и работать. Ну, привет писюлькам от писюлькам передавать не буду. Надеюсь, они канал не смотрят. Хотя они по-любому будут смотреть и что-нибудь там свое высказывать там. И на всех тех. Вот не зря говорится, друг познается в беде, да. Сначала у них такие комментарии. Вот, дружим, поддерживаем, там все такое, Геннадьевич там туда-сюда. А стоит Геннадьевичу с друзьями отметить день приезда на рыбалке, и все, мы от тебя отписываемся, да ты такой, оказывается, алкаш конченый. Я вам говорю, у алкаши столько картошки не сажают, чтобы по 200 ведер выкапывать. У меня полная яма картофеля. Даже есть на продажу, теперь я не знаю, можно продать смело ведер 150, наверное. Это дополнительный заработок. Также у меня морозильники полные рыбой, мясом, дичью. Есть такой в алкаше, нет? Ну вот. Вот теперь и подумайте, алкаш я или не алкаш. Я умею работать, я умею отдыхать. Я умею жить вообще-то, друзья. Я живу настоящей жизнью, а не притворяюсь там и не ставлю там себя. Я живу честно, я ни у кого не ворую. Я живу своим трудом. А вот те вот там писюльки от писюльки, не знаю, чем они живут, но у них душонки-то говняные. Потому что, я вам еще повторюсь, настоящий друг познается в беде. А также, если хочешь узнать товарища поближе, напои его, послушай, о чем говорит, о чем речь, чем он думает, чем живет и все такое. Ну, вот такое вот короткое включение. По-любому я вам еще покажу, сколько у меня получился общий урожай, когда уже картофель будет в мешках стоять. У меня еще есть один огород на берегу Печоры. Вода большая. Возможно, если я там буду один ковыряться, возможно, я даже закину закидушки, потому что я понимаю, это будет отвлекать, но как бы совмещать полезность, хотя бы чисто попробовать. Пошла рыба, не пошла. Сейчас должен уже вода остыла, пойти налим. Ясь пойдет по-любому, может какая другая рыба. Обязательно надо будет перекопать грядки еще. Там у нас кабачковые, клубничные грядки. Морковку собрать еще все. Работы очень много. В общем, друзья, эта неделя будет трудовая. Но когда вы будете смотреть этот ролик, скорее всего, эта неделя уже прошла. И мы уже занимаемся тем делом, которое нравится. Вот эта работа, я не скажу вам, что она мне нравится, но ее делать надо, необходимо. И получаешь огромное удовольствие, когда уже вся твоя работа получается уже все на месте, в яме, в мешках. А если еще получилось продать излишки, что сейчас уже второй год вполне проблематично, то получаешь огромное удовлетворение от того, от своей работы, что ты заработал, получил. Как-то вот так. Все, пошли работать дальше. Пошли, Роман, осталось всего немножко. И, кстати, скоро будет чомор. Чомор — это конец большой работы. И несмотря ни на что, у нас, как обычно, на чоморе будет рыбацкий напиток. Отварено будет картофель. Картошечка будет отварная. Обязательно будет на столе рыба всякая, жареная, соленая, весенняя. Все будет. Все будет, друзья. Как поработаешь, так и отметишь. Да, Туман? Правильно я говорю? Еще немножко. Еще чуть-чуть. Главное, чтобы погода не... Вот сегодня мы раз 5, наверное, получается, убегали домой от дождя. Дожди были хорошо, что кратковременные. Она все еще растет. Вела широкая. И получается за раз приходится поднимать очень много земли. Но это, как говорится, все на пользу. Вот. Тут получается килограмм 10, не меньше каждый раз. Вот сколько кустов.
Это мы сажаем на этот огород около 17 ведер. Вот в ряду. Сколько там картофеля, сколько кустов, вот так вот приходится поднимать. И какой нахрен нужен спортзал? Вон, самый лучший фитнес. Это работа на огороде. Вот такая отличная картошка, друзья. И чумор неизбежен. Да, Роман? Мы его достойно отметим. Будет рыбацкий на столе. Будут песни, будут пляски, все будет. Умеем жить, умеем работать. А отдыхать умеет каждый. Как-то вот так. Да, Роман? Да. Надо поработать от души. В армии будешь вспоминать. Ах, сейчас бы я поработал у батьки на огороде, да? На картошку, да? Сегодня хорошо вообще. И машкары нет. Вчера под вечер загрызли было. О, вообще шикарный вкус, смотри. Вот тут, наверное, точно 15 есть картошки. Она растет еще, ее просто надо раньше сажать, получается. Где-то хотя бы в числах 25 мая, а не 4 июня. И также собирать в середине сентября. Сегодня 12 сентября. День рождения у Валеры Жукова. С днем рождения, Валера, пусть это поздравление будет немножко запоздалым. Ты сейчас балдеешь на море, отдыхаешь, я знаю. Так что загорай, балдей, а мы поработаем. Здоровья, счастья тебе и успехов во всем. Будь здоров, Валера.